Всем привет, дорогие друзья! Ну что, Катерина мне пожарила блинчики такие вкусненькие с пылу с жару. Я вот сел чай попить, да думаю, что может поговорить с вами на камеру. Давно уже, как говорится, не общались. И я так подумал, да, у меня есть где-то в запасе, снимал, как пилили там дрова и привезли. И вот об этих дровах и еще о чем-то поговорим сегодня. Вот. Наливайте себе чай, друзья, тоже. Может, блинов нету у кого-то, но есть, наверное, печеньки там, всякие вкусняшки. И наливайте чай и поговорим. Вот так. С чего начать? Ну, начну вот с того, что, ну, как уже ранее говорил, что привезли дрова. Дрова привезли где-то кубов 12. Кубов 12. Вот. И это уже, вот на данный момент уже все спилено и уже расколото. Вот как вот пилили, сейчас вот немножко вам покажу. Посмотрите пока, а я пока вот чаек тоже выпью, а вы пока посмотрите, как пилили и кто пилил, и кто колол. Вот. Немножко такой, буквально там, немножко я показал вкратце. Вот так. Ну, по традиции уже, друзья, за последние годы дрова мне пилят дядя Миша и Алексей. Ну, там еще бывает помощник. Там прошлый год, например, племянник тоже пилил. Ну, помогал там пилить и колол одну пачку дров. В этом году он не смог, конечно, работа, он работает в городе. И в этом году чисто вот дядя Миша и Алексей пилят. Дядя Миша пилой, Алексей помощник. И еще Алексею надо будет дрова эти поколоть. Ну, расколоть вернее. В этом году, как уже там очень много было вопросов насчет, почему не привозите дрова лиственных пород. Ну, какие выпадают, так сказать, какие попадаются, какие будут продавать коммерсанты это. В этом году, вот, например, вот береза, вот пачки основная береза идет. Береза довольно-таки, ну вот попадаются даже крупные такие березы. И ну, смотрю, да, не крученные такие, не сученные. Они должны колоться легко вроде. Вот. Ну, есть, конечно, там и сосна, и елка, ну там мелкие части эти, конечно. Потому что, как уже говорил, что даже от 10 уже забирают на пилочник, на пилораму, и что остается, там вот крупняк остается, что гнилое, ну и комля еще может там чурках, если остаться. Ну и мелкие вот эти. Ну, на дрова-то пойдет, почему нет? Такая береза. Пила эхо. Я не знаю, какой там номер какой. Ну, довольно-таки уже свое отработала. Отработала у дяди Миши эта пила уже не один, как сказать, можно даже сказать, не одну сотню кубометров дров и леса испилила. Вот. Обычно раскладывает, вот сейчас как-то удачно получилось, вот видите, и не надо даже там раскладывать, прямо с воза вот пилят и складывают. Складывает тоже в рядок, потому что когда складываешь в рядок, это очень удобно, дрова колоть очень удобно, ну потому что когда снегом засыпает, потом искать его надо, тут ряд уже виден. Вот. Ну, не дай бог, там пурга. Или... У нас что, на севере-то каждый
секунду может начинаться метель еще. Вот видите, такой рядок. И колоть будут тоже с этого ряда и тоже в ряд будут укладывать. Ну, тут немножко уже помельче, конечно, но все равно для дров, вот лично вот такие для дров как раз пополам очень даже хорошие дрова получаются. Вот. Пила, вот как и говорил Эхо, я не знаю, там постоянно вот этот упор зубчатый ломается у дяди Миши. Остальное вроде все нормально, там уже сколько лет без серьезного ремонта. Вообще, ну, как такового серьезного, что-то там, чтобы двигатели покупаться, не было. После перекура дядя Миша заводит свою пилу и идет. Ну, за один день, конечно, эту пачку, если постараться с утра, то, конечно, можно и спилить. Но не спеша, вот дядя Миша и Алексей не спеша за 2 дня с этой пачкой управятся. Даже не за 2 дня, а за 1,5 дня, потому что один день они поработали, а сейчас где-то уже после 2 уже начинает, ну, сумраки такие уже и перестают работать. А следующий день где-то, наверное, до обеда и как раз будет. Мелкие дровишки, ну, мелкие вот эти, так раскладывает и сразу заодно, чтобы пилить. Пилить на снегу, почему дрова заготавливает зимой? Потому что это очень легко, в том смысле, что нету земли как таковой, дрова чистые и цепь не портится. Видите, вот на земле лежат, когда пилят, никаких дополнительных утов не надо. Цепь не достает до земли и тем самым дольше пилит. Вот. Но, как уже говорил, еще, конечно, я не снимал, а вот это уже день 3, уже Алексей начал колоть. Вот он вот за день сколько уже наколол. И морозно на улице, и колется легко. Вот видите, ну, правда, небольшие тюрки, но и, как я и говорил, береза не крученная. Береза не крученная и колется легко. Судя по виду, вот такой вот сейчас вот этот вроде, ну, но там она еще и посередине гнилая. Довольно-таки быстро это все Алексей расколол. Вот. Конечно, в теплую погоду намного, конечно, тяжелее. Например, летом это все заготовлять. И дрова там постоянно в песке, там в грязи, и колоть трудно. Поэтому зимой мы заготавливаем на следующий год, на целый год впрок. Вот так. О, аж вспотел. Чай горячий, блины тоже, и блины вкусные очень. Вот. Ну, вы посмотрели, наверное, вот, увидели, пилили. У меня верные помощники дядя Миша и Алексей. Нормально так. Быстро. В этом году очень быстро. Очень быстро распилили, очень быстро раскололи. Все здорово. Вот. Осталось еще привезти вторую пачку. Но это уже как бы родители будут. Ну, там организовывать, конечно, я буду, а все это бремя ляжет на родителей. Они ждут уже этих дров тоже. Вот. Ну, давайте вот сейчас поговорим насчет дров. Под моими видео очень часто бывают комментарии про газ. Ну, почему нету газа у вас в селе и все такое. Ну, газа, наверное, и не будет. Вот. А вот то, что эти дрова привезли, главное, чтобы это еще оставалось, чтобы и этого не исчезло. Вот.
Ну, если честно, вот я так подумал, вот буквально вот перед этим видео, ну и в общем, я думаю, что, наверное, все-таки вот в деревне и в условиях, где лес все-таки основное, дрова все-таки выгодней. Вот. Я не говорю сейчас про удобство. Про удобство. По рассказам, конечно, вот, я не пользовался газом и не знаю, он удобен или неудобен. Я не могу сравнивать по той простой причине, как мы вообще не пользовались этим газом. Я сейчас говорю про, ну, выгоден ли газ или выгодны ли дрова. Вот смотрите, эта пачка объемом 12 кубов. Ну вот примерно. Я вот так грубо говорю. Кубов 12 там точно есть. Вот. Обычно там пачки 10-12, да. Но вот здесь где-то 12 я считаю. 12 кубов где-то есть. За это я заплатил 12 тысяч за вот эту пачку. Дальше распил 3 и расколоть, чтобы тоже 3. Получилось 18. Получилось 18 тысяч. И если вот, ну если вот взять вот эти 12 кубов, в принципе, на дом, не на зиму этого хватит. Потому что у меня в доме 2 печки, не считая баню. Баню, если на баню, там, конечно, там еще надо немножко дров, конечно. Вот, но я вот чисто за дом говорю. За дом 2 печки. И сейчас вот в нынешних условиях, то, что зимы не такие, вот как при моей молодости, там 50 градусов, под 50 там жмут, 40 это естественно, так сказать, особенно на крещение, там, Рождество, там, такие морозы жгучие. Вот. А сейчас, ну, 30-ник, или там, ну, вот 35, там, день продержится и все, уже на спад идет. Вот в этих условиях, вот эти 12 кубов вполне хватает для моих 2 печек. То есть дом в тепле, топим один раз большую печку и один раз топим печку гардероб. Ну, так называется шкаф, такой гардероб. Вот. И один раз вот эту большую печку, которая на кухне находится. Вот. А в морозы, конечно, если вот чильные морозы, когда под 40 и дольше, долго эти 40 градусов держатся, конечно, там топить нужно 2 раза, и оба печки, и получается, что 2 раза больше расхода. Ну, это уже, наверное, лет 5-то точно не было, что так топили. Вот. Ну, и в среднем вот эти 12 кубов нам хватает. И вот я и хочу говорить, вот на год у меня, грубо говоря, где-то уйдет 20 тысяч. Это получается где-то в среднем, ну, пускай там по самому максимуму 2000 в месяц у нас уйдет на отопление. Вот кто имеет газ, может подскажет, вот действительно лучше газом в плане цены или хуже. Я сейчас не имею в виду удобства, повторюсь. Вот. Кто-то, вот, многие мои зрители пользуются газом, в основном пользуются все. И вот скажите, вот в комментариях укажите, выгодно или невыгодно. Потому что вот я сам ничего не могу, я все сам нанимаю, и мне вот так обходится 20 тысяч, грубо говоря, на год. Вот эти дрова. Вот. Теперь хочу сказать еще, что насчет вот этого газа, появления газа, он, наверное, и не будет его. Ну, даже если вдруг так случится, вдруг чудо какое-то произойдет и проведут в Нившеру газ. Я думаю, ни одно поколение должно смениться, чтобы все-таки убрали с дома печку. Все-таки печка это, так сказать, автономия такая. Вот, например, вот представьте себе, отключили газ и отключили электричество. Все. В северных условиях, на юге это ладно еще, а в северных условиях
зимой это будет катастрофа. Это просто будет катастрофа. А так, у тебя есть печка, у тебя есть тепло в доме, значит, и у тебя есть на чем готовить. Вот так. И не замерзнуть еще. Я думаю, вот это то, что сидит в голове, то, что безопасность, это еще надо очень-очень много пройти времени, чтобы это все вышло. Ну, думаю, вот, например, вот провели вот сегодня газ, да, я все равно бы эту печку не убрал. Может быть, маленькую печку-то, конечно, убрал, но вот эту на кухне бы все равно оставил. И наоборот. Все равно бы в доме была печка. Я и так думаю, многие бы жители, вот, и местные жители тоже бы так, наверное, согласились. Потому что в жизни всякое бывает. Я бы вот так сказал. И теперь еще вот плюсы, скажу плюсы у печного отопления. Как уже говорил, я думаю, что цена в наших условиях, именно то, что мы проживаем в лесу, ну, в основном в лесу и под рукой этот материал, так сказать, есть. И он выгоден, чем газ по цене. Дальше. Да, я забыл сказать еще, как человеку на группе мне возвращают там 50%, что ли. Ой, 50% говорю. Возвращают 3000, в районе 3000 в год. Какой 50%? Можно также подать на 50%, но эти тоже так же и выходит, как-то они делят это все, я спрашивал. Ну, возвращают сейчас деньгами на 3000 в год, дают мне на дрова. Вот. Ну, получается 20 минус 3 еще, минус, получается 17 тысяч обходится вот это все мне дело. Вот. Забыл сказать, ну, возвращаемся к этому. Плюсах печки. Еще мне это, или вот мы привыкли так, один раз, это же, не думайте, что вот эту печку надо целый день, вот как мой товарищ спрашивал, говорит, целый день топить эту печку. А я говорю, ну не целый день же. Вот. И многие, может, даже и не понимают, что вот утром мы растопили эту печку. Кто как, кто вечером топит, а мы вот утром рано растопили печку, потом где-то уже часиков 10 уже закрываем задвижки. Ну, если нет там угарного газа, ну там по запаху там все равно чувствуется. И все, если нет, так все, полностью закрываем и тепло. И все, больше не надо ухаживать за этой, ну, следить там что ли. Все, она делает свое дело, жар потихоньку нагревает кирпич, все еще и отдает тепло печка в дом. И все. Вот эта простота и удобство тоже, так сказать, плюс. Ну, минус, конечно, есть то, что вот надо вот дровами заниматься. Потом, не знаю, вот я не могу вот сравнивать с газом. Конечно, сейчас будут комментарии, я знаю, что будут комментарии, что газ удобен, газ очень, ну, привыкли к газу. Я ничего возразить не могу, потому что мы не знаем, мы не пробовали, мы не знаем. Мы привыкли к этой печке и дровяному отоплению. Я не знаю даже, что-то и не хочется ничего менять. Наверное, потому что, ну, не пробовали, и поэтому не знаем, что такое очень удобно. Ну, удобно, когда. Вот. Ну вот так, немножко рассказал про дрова. Вот. Говорю спасибо моим помощникам и Алексею, и дяде Мише. Ждем вторую пачку, привезут. Это уже тоже где-то так будет, 12 кубов. Ну, котел общий, так сказать. И дровяник тоже общий во дворе. И спрашивали уже там тоже, говорит, рядом, у кого дом? Рядом это мой родительский дом, где я рос, родился и вырос. И до сих пор там живут родители. И как бы двор-то у нас один. Один огород, один, ну все, баня одна, все хозяйство одно. И дровяник тоже один. Вот.
Печка у них тоже там два, не, у них три, тоже две печки, да, у них одна большая печка и еще в подвале у них печка, которая согревает тоже и подвал, и все, вот так, вот так. Баней общей пользуемся. И думаю, сделать видео там про дома, почему два дома вот на участке. Как это видео выйдет, посмотрите тоже, пожалуйста. Ну что, ладно. Я блины-то покушал, и еще буду кушать. А вам говорю до свидания. Всем пока. Все. Будем ждать следующую пачку, но дров, но это уже я снимать, конечно, не буду. Уже, ну, потому что там повторяться уже будем. Это то же самое. Привезут, распилят и расколят. Те же самые люди, скорее всего. Вот так. Ладно, всем удачи, друзья. До новых встреч на нашем канале. Всем пока.